Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто сходит с ума по вам? Кто этот человек? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо. Песочек все увидит и покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы будут моими руками, пусть то, что сейчас раскрыто, нас. Ой, моя ж ты лапочка, смотрите, надеется, что прорастет любовь, прорастут чувства. Ой, хороший мой. Да, ничего себе. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что здесь не один человек, здесь двух мужчин показали. И эти два мужчины сходят по вам с ума. Опять же, это отсыпка общая, имейте это в виду, не забывайте. У кого-то сразу два мужчины отыграются, у кого-то либо один, либо другой. Давайте пойдем по порядку. Начнем с вот этого, который надежду в сердце хранит, да, на то, что прорастет цветочек любви. Смотрите, с этим мужчиной вы то ли поссорились, то ли расстались. Мужчина с таким, знаете, тяжелым характером, очень эгоистичный, но такой прям, знаете, симпатяшка. Симпатяшка, что-то в нем есть. Какое-то очарование в нем есть. Сложно с ним было находиться вместе. Вы не раз спасали эти отношения, вы не раз делали первый шаг, а мужчина от этого только лишь как больше баловался, да, больше считал себя таким царьком, пупом земли. Ага, раз она меня уговаривает, раз она первая изменяется, раз она первая делает шаг, значит, я типа важная птица, могу себе что угодно позволять. И вот я так понимаю, что очередная его выходка, и тут вы уже такая, ну, иди, я не буду тебя возвращать, мириться я с тобой тоже не хочу, я устала, я реально устала от тебя, от твоих выходок. И если что-то не нравится, все, вон Бог, вон порог, никто держать не будет. И для мужчины это было, знаете, как удар ниже пояса, да? Вы так сильно задели его самолюбие, что он прям мог еще и наговорить чего-то лишнего, и прям как взбесился, мне еще идет, да? Прям такой злой был, ходил молнией направо и налево кидал. Вы его сломали, да, вы его мир сломали, его мир рухнул, ну как же, он же такой лапочка. А вы вместо того, чтобы бежать за ним, там, кричать, что там, я все прощу, вернись, я все забуду, я буду послушной, да, вы этого не сделали. Вы очень холодно с ним как-то поговорили и вообще как-то у вас не было интереса с ним говорить. Он это все считал, он это все прочувствовал. Он такой, ах, как так? Да как ты могла? Да ты же меня в лучших чувствах растоптала. Знаете, там много ругательств было в вашу сторону. Он много кому жаловался. Буквально там у кого-то на плече плакался. Ну, скорее всего, друг какой-то. Рассказывал, какая вы бессердечная женщина. И как вы малютку обидели, да? Растоптали его чувства, растоптали его гордость. И вы знаете, девочки, я так скажу, он действительно думал, что он без вас сможет. Он такой, все, типа, ты меня не любишь, я тебя тоже любить не буду. И он думал, что он без вас сможет, и даже, возможно, с какой-то женщиной закрутил. Но та женщина не вы, и та женщина с ним нянчиться не стала. Та женщина как-то очень жестко его обломала. С той женщиной он тоже разругался. Возможно, у них и ничего серьезного такого не было, да, он просто решил развеяться, решил переключиться. Но такое получил, да, так его там приласкали, что до сих пор забыть не может, до сих пор. Да, вспоминайте, это мужчина, с кем у вас, ну, либо были отношения, либо намечались отношения, но он прям такой очень взбалмошный. Еще у него такой характер, да, он... Если кто-то что-то не так сделает, так он будет топать ногами, кричать, там, говорить, вы все дураки, вы все там тупые, туда-сюда. А если он какую-то ошибку допускает, ну, типа, это нормально, это нормально. Я не хотел плохого, вот просто случайно так и вышло. Либо он, наоборот, начинает врать, такой, типа, это не я этого не делал.
такой прям любил поругаться, любил поважничать, все дураки, он один умный, он там гений, а все отбросы, да, вот там и на работе со всеми мог ругаться, и по соседству мог ругаться, вообще как будто бы людей ненавидит. Ну, устроил из себя царька, мне идет. И лицо у него, конечно, милое, симпатичное. Иногда он может быть очень классным, и он даже какую-то, как не роль, а амплуа у него такое, да, что он типа такой классный, умный мужчина. На самом деле вы его прекрасно уже знаете, что не такой уж он и классный, не такой уж он и умный. Просто он держит эту марку, да, как бренд у него такой, типа я умный мужчина. И еще, знаете, что я про него вижу? Я вижу про него, что он вам доверял. Вы можете не поверить, но он вам доверял. Вот, возможно, вы единственный человек за долгие годы в его жизни, кому он начал доверять. Но опять же, да, что доверие без взаимопонимания? А взаимопонимания у вас точно не было. Вам было с ним тяжело. И, возможно, вы даже облегчение испытали, когда перестали с ним общаться. Вот прям стало легче, меньше эмоциональной нагрузки, меньше перегружена ваша нервная система. Знаете, вот как груз с плеч ушел, груз, не нужно напрягаться, не нужно угождать, не нужно там с кого-то пылинки сдувать, за кем-то ухаживать не нужно, да, вот вам намного легче стало. Возможно, сейчас вы после этого мужчины вообще не хотите отношения, а возможно, вам еще нужно немножко времени, чтобы прийти в себя. Но к нему вы не особо хотите возвращаться, хотя вы его еще не забыли. То есть мысли о нем у вас есть. Ну и, девочки, что по итогу мы с вами тут видим? Мужчина, который буквально какую-то переоценку, что ли, ценностей прожил, как будто бы вся жизнь пролетела перед глазами. Мужчина, который понял, что он никому не нужен, что любить никто его не будет, терпеть его никто не сможет. И вы та единственная редкая женщина, которую сам Бог послал, да, и красивая, и умная, и смелая, и активная. Вот повезло, да, вот повезло, что встретил такую женщину. И теперь надо что-то решать, надо как-то вас возвращать. И тут и спесь уже с него слетела за это время, пока вы не виделись, не общались. И полное разочарование мужчина пережил и в себе, и в своей жизни, и всех тех, кто его окружает. И также я вижу, что чем дольше он без вас, тем больше у него желания к вам, тем больше потребность в вас, тем больше желания видеть, быть рядом, купаться в вашей любви, либо просто наслаждаться, находясь с вами рядом. Мужчина все время как будто бы на лошади скакал в другую сторону, да, когда вы были рядом. А теперь ему хочется скакать только к вам, да, в вашу сторону. Но единственное, что мужчина не знает, как ему к вам подойти так, чтобы до конца не потерять свое собственное достоинство. То есть понятно, что прийти, там, упасть на колени – это не его вариант. Но вы и сами знаете, да, не такой у него характер. Для него это смерти подобно, да, такие поступки совершать. И даже если ему прям будет болеть, сердце будет вырываться из груди, он так не поступит. Ему мечтается, либо он себе это представляет так, что у вас что-то случилось, он такой приходит и говорит: а давай я тебе помогу. Типа, я хочу тебе помочь, я могу тебе помочь. У кого-то еще может отыграться, что мужчина вот придумывает, да, с чем подойти. Может, я что-то у нее забыл, может быть, там, попросить у нее какие-то там контакты, про каких-то знакомых спросить. То есть ищет, да, он ищет что-то, повод, да, он ищет повод, чтобы к вам прийти, чтобы начать этот диалог, чтобы прощупать почву между вами, и как бы сделать этот маневр по возвращению вас. Конечно, планы тут очень амбициозные, но реализация явно затянута и хромает. Я не знаю, насколько вам это нужно, насколько вы этого хотите. Судя по картинке, вы не очень этого хотите, а кто-то прям совсем боится этого, как огня, да, что, не дай бог, он опять появится в моей жизни. Но, тем не менее, вот такие амбиции. Мужчина свято верит в то, что любовь ваша была настоящей, взаимной, и она никуда не делась. Он рассуждает так: если я ее люблю, значит, она меня тоже любит. Если я не смог ее забыть, значит, и она меня не забыла. И раз мы с ней были вместе, значит, я имею право на эту женщину. И эта женщина, она должна быть моей. Очень надеется, что
вот это вот, ну, как цветочек, наверное, какой-то, да, прорастет, либо дерево ваше семейное прорастет, он в это верит. А еще, девочки, он очень хочет, чтобы вот то прошлое, вот его вообще стереть, чтобы про него вообще забыть, как будто бы его и не было. И даже, девушки, он готов вам, допустим, простить, если вы тоже с кем-то в отношениях за это время были, ну, либо начали с кем-то отношения. Он такой: я благородный мужчина, я как бы накосячил, и я готов забыть, не вспоминать, и типа будем делать вид, что ничего и не было. Понимаете, вот этот гордый, амбициозный мужчина, эгоистичный, даже на это готов пойти. Вот настолько он сходит по вам с ума. От одиночества, от того, что он никому не нужен, кроме вас, от того, что он никого полюбить не может, кроме вас, от того, что сам себе вот этих делов натворил, он сходит с ума. Но это даже не то, чтобы про любовь, это больше про потерю жизни, да. Вот он потерял не только женщину любимую, но он потерял жизнь, которой мог бы жить, наслаждаться, там, в любви вашей, как я уже говорила, купаться. Он это все потерял. Плюс я также вижу, что вы очень классно разбираетесь в людях. Не только, кстати, в людях, но и, в принципе, да, во многих вещах разбираетесь. Как профи себя иногда показываете, а может, всегда показываете. Опять же, насколько вам это надо и интересно. Вы ему всегда давали очень классные советы, благодаря которым он прям, продвинулся в своих делах. Советы, благодаря которым он даже себе заработал авторитет среди там коллег, либо друзей. То есть буквально он приходил, он важничал, он вашими словами говорил, там, либо давал оценку, как вы давали оценку. То есть он понимает, что это еще и выгодно, да, что вы действительно умная женщина. И если вы будете рядом, если вы будете ему помогать, то он очень многого сможет добиться. Он сможет реализовать все свои амбиции. А амбиций там прям вообще немерено. Очень надеется, очень. Вы ему, кстати, снитесь, буквально каждую ночь. Он и думает о вас каждый день перед сном, и в течение дня думает, и потом вы ему еще и снитесь. Не знаю, снится ли он вам, но вы ему точно снитесь. И он такой: да, это точно знак. Это знак того, что мы должны быть вместе. Он верит в это. Будет искать повод, когда найдет, девочки, тогда и придет. Придет и будет либо предлагать свою помощь, либо будет у вас что-то спрашивать, либо про какие-то свои забытые вещи будет спрашивать. Надо повод, надо зацепиться за что-то. Думает, мечтает, готовится, пытается придумать, да, повод. И появится, он еще появится, возможно, даже не раз появится. Может, там с первого раза не получится, он такой: плохо придумал, надо доработать, потом еще раз появится. То есть у кого-то, кстати, у кого-то еще мужчина может за спиной у вас действовать, например, связаться с кем-то из ваших подружек, либо с кем-то из ваших родственниц, для того, чтобы втереться к ним в доверие, для того, чтобы они уже со своей стороны ему помогли, посодействовали к тому, чтобы вас вернуть. Да? Даже такие хитрые у кого-то мужчины. Так что, мои хорошие, видите, с ума сходит и от злости сходит, что вот вы его не возвращаете. И от того, что сам вас потерял, и от того, что не может ничего придумать, вот не с чем к вам прийти, да, не за что зацепиться. Какой-то такой странный мужчина, просто обнять и плакать, да. Но, видите, мечты, надежды у него очень хорошие. А может быть, именно таким образом судьба решила его перевоспитать, сделать более нормальным, более адекватным. И кто его знает, да? Уроки судьбы, хоть и болезненные, но 100% рабочие. Может, действительно поменяется, может, станет лучшей версией себя. И, возможно, именно тот, кто вам нужен, да, с кем у вас счастье будет. Тем более вы уже знаете его, вы знаете, чего от него ждать, на что он способен. И если вы так долго были с ним раньше, значит, вы что-то в нем видели то, что не видят другие. Время все покажет, время все проявит. Так, переходим плавно ко второму мужчине. Второй мужчина точно для вас загадка. Этого мужчину никто не подозревает в том, что он сходит с ума по вам. Да? Никто, ни в его окружении, ни вы, ни в вашем окружении никто
Никто не догадывается о той страсти, которая буквально этого мужчину выжигает изнутри. Кстати, этот мужчина, когда вы рядом, очень странно себя ведет. Вот сейчас я вам объясню. Мне идет, что этот мужчина не может смотреть вам в глаза, и также этот мужчина избегает прямого взгляда на вас. Вот он настолько сильно боится, что все узнают, что он любит вас, да, что его тянет к вам, что он не смотрит, даже может специально отстраняться, отходить, отворачиваться может, да, вот как-то так себя ведет, и кажется, что он там, ну, какой-то не от мира сего, либо слишком там высокого мнения о себе, может, там брезгливый какой-то, но на самом деле именно этим он себя защищает от того, чтобы вот прям не кинуться на вас и не начать вас целовать, куда можно и куда нельзя. Этот мужчина, он 100% не свободен, и там все есть. Жена, дети, скорее всего, у кого-то даже внуки есть. На этом мужчине висит большая ответственность. Сам по себе мужчина, он очень серьезный. И мужчина, который никогда не обманывал свою жену. Да, он честный человек, никогда не обманывал. И даже никогда не думал, что до такого дойдет, пока не встретил вас. А когда встретил вас, вот и все. Сдулся, поплыл наш мальчик. Вы знаете, вы с ним где-то соприкасаетесь. Возможно, вы вместе работаете. Возможно, вы по соседству живете. Возможно, он даже как супруг одной из ваших подруг, либо родственниц. Возможно, вы приходите туда по делам, да, где он работает, да, где у него работа. Человек, можно сказать, влюбился в вас буквально с первого взгляда. И с ним такое творилось, вот подобная болезнь, да, он думал, что он заболел, что с ним что-то не так, его там в жар кидало, в холод, знобило, какие-то такие, вот знаете, проявления простуды, либо ОРВИ, может, гриппа. И у него такие реакции именно на вас шли. Какое-то время он даже, возможно, действительно был уверен, что он заболевает, да, либо заболел. А потом начал догадываться, что симптомы повторяются одинаковые, когда вы рядом. Вот. Стал этот мужчина думать, что с ним происходит. И плюс еще же страсть, да, подключилась. У него какое-то безумное желание вас обнимать и целовать. Может, у него какой-то фетиш по поводу поцелуев и объятий. Вот прям хочется, понимаете, хочет, руки выкручивает себе. Вот он о вас думает, либо вы где-то рядом находитесь, и все, вот, как какой-то инстинкт, наверное, бежать, обнимать и целовать. Ему очень сложно с собой бороться. И этот мужчина, он явно какие-то препараты принимает. То есть, возможно, он какие-то успокоительные принимает, либо, может быть, что-то другое, я не могу сказать. Вспоминайте, кто женат и кто старается с вами не контактировать, кто старается, отходить, отворачиваться, в лицо не смотрит, в глаза не смотрит, вот как-то себя ведет, вот как такой человек, как сказать, надменный даже, наверное, да? Вот кто этот человек? Думайте, вы должны вспомнить, 100% должны вспомнить, потому что, скорее всего, кто-то из вас прям неприятно себя ощущает, да, когда этот мужчина рядом, потому что вам кажется, что он вот такой весь из себя и вот так пренебрежительно себя ведет. А на самом деле он просто сходит по вам с ума. На самом деле у него безумное притяжение, безумная страсть в вашу сторону. Будет ли этот мужчина что-то делать? Нет, не будет. Я не вижу, чтобы этот мужчина что-то делал. Это его тайна, это его секрет. И если все будет продолжаться, как оно идет сейчас, у вас, у него, семья, да, он никогда ничего не сделает. Он будет молча страдать. У мужчины есть свой кодекс чести. Я уже говорила, да, он очень честный мужчина, он никогда не предавал свою жену и, скорее всего, не предаст. Разве что жена сама найдет себе молодого любовника и разведется с ним, хотя это маловероятно. Вот, будет молчать и будет любить вас, до конца будет любить, сгорать от страсти к вам, но никогда не расскажет о своих чувствах, да. Но это и неприлично. И опять же, что он вам расскажет, что он вам будет предлагать? Любовницей быть, либо что, рушить семью,
Тем более там, ну, как бы дети, и живут они, я так понимаю, неплохо, да, раз он никогда не изменял, не предавал. Понимаете, так все сложно, так все невыносимо. И он старается, конечно, об этом не думать. Вы его муза, он о вас мечтает, он вас представляет. Он очень сильно боится, что когда-нибудь он эту свою жену назовет вашим именем. Да, и тогда вот все пропало. Все пропало. Также он очень сильно боится, что он потеряет над собой контроль. Возможно, вот если вы там в одной компании находитесь с этим мужчиной или поработаете вместе, то мужчина даже как отказался, например, от алкоголя, потому что он понимает, что под алкоголем он вообще не может себя контролировать. И случиться может что угодно. А это прям очень серьезный удар и по вашей репутации, и по его репутации, да, и будет куча ненужных проблем. И опять же, он не хочет, чтобы вам было плохо. Ну и, конечно, себя жалеет. То есть, знаете, как не в этой жизни, да. И он буквально с этим смирился. Ну, конечно, его это не радует, но с другой стороны, а что он сделает? Да? Ну вот бывает такое, да, безответная любовь. И, конечно, бы он хотел, чтобы вы об этом знали. Но с другой стороны, он боится ваших реакций, он боится того, что пойдет огласка. То есть, знаете, как буду любить молча, буду страдать, буду любить, буду себя сдерживать, буду себя ограничивать. Ну, как бы так он и живет. Конечно, сходит с ума, конечно, это все ему болит, конечно, это травма. Но, с другой стороны, он бы не хотел себе другой жизни. Почему? Потому что эти чувства, несмотря на то, что это безответное чувство, да, к вам, они его окрыляют. Реально окрыляют. Когда ему трудно, когда ему тяжело, он вспоминает о вас, он думает о вас, он себя вами мотивирует, что вот там надо идти на работу, я смогу ее увидеть. Либо надо идти там на какие-то посиделки с женой, там я смогу ее увидеть, мою любимую, мою музу. Да, вот какие-то такие вещи. И знаете, я скажу так, будь этот мужчина немножечко посмелей, возможно, вся бы его жизнь сложилась совершенно по другому сценарию. Он неплохой человек, но вот смелости как будто бы ему не хватает. Даже вот перед собой смелости не хватает. Не то, что там перед другими людьми, да, вот перед собой не хватает. Как оно будет дальше, ну только лишь одному Богу известно. Вот вам, наверное, не стоит думать об этом мужчине. Это вот единственное, что если какой-то мужчина ведет себя надменно, это вам объяснение, что он влюблен в вас и старается на вас лишний раз не смотреть, потому что боится, что не сможет сдерживать своих чувств и порыва в вашу сторону. Вот так вот, мои хорошие. 2 мужчины показаны были. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.